Татарский язык очень гармоничен. Очень гармоничен. Серьезно. Звуковой строй языка построен на специальных гармониях. Самое главное – это ряд гармонии. Гармония по ряду. Татарские гласные делятся на гласные переднего ряда и гласные заднего ряда. Например, «ы» и «у». «ы» – это гласные переднего ряда. При ее произношении язык во рту двигается немного вперед. Соответственно, у звука «у» язык отходит назад. Звуки «ы» и «у» идентичны во всем остальном и отличаются только положением языка. Если тянуть звук «у» и передвинуть язык ближе к зубам, он превратится в «ы». Попробуйте. Смешно? Так, ты вот с серьезным лицом. Я же слышу, что ты не попробовал. Остальные пары «о», «э», «о», «э», «а», «э». Итак, правило. Согласно рядовой гармонии, татарские слова могут состоять только из гласных одного ряда, переднего или заднего. Например, слово «кубаляк» – «бабочка». Оно состоит из «у» и «э» – гласные переднего ряда. Слова «урман» и «урындык», как вы видите, состоят из гласных заднего ряда. Теперь самое важное. К корню слова присоединяется окончание с гласными того же ряда. Дело в том, что все татарские окончания имеют два варианта, которые отличаются типом гласных. Например, окончание множественного – лар-ляр. Поэтому, согласно рядовой гармонии, бабочки будет кубаляк-ляр, а стулья – урындык-лар. Есть еще губная гармония. Да, как гармошка, только вообще про другое. Если в первом слоге стоит гласное «э» или «о», то они превращают себя в стоящие во втором слоге «э» и «о». Например, в слове «бетен» буква «э» будет произноситься как «э». Просто татары говорят быстро и не успевают расслабить губы, которые напрягли, когда произносили «э» в первом слоге. К последующим слогам эффект спадает. Вот почему татарский такой мелодичный и гармоничный язык.